Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие часы в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш сайт и подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, и это поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии, журналист Лариса Волошина. Витаю вас, пани Лариса. Салям алейкум. Алейкум салям. Сегодня Международный день коренных народов мира. Сегодня лаборатория журналистики общественного интереса, организация Крымсос и представительский орган крымских татар, Меджлис крымстарского народа представит общественности документальный фильм «Самовозвращение в Крым». Событие планируют провести в 21:00 в Мариинском дворце Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщают организаторы. Также накануне показа в 19:30 сегодня в Киеве состоится дискуссионная площадка «Статус коренного народа. Что значит закон о коренных народах для возвращения Крыма в Украину». И разговор этот будет посвящен тому, как будет работать новый закон внутри страны, его значение для усилий государства по возврату Крыма в международную плоскость и новую норму в межэтнических отношениях в Украине. Эту дискуссионную панель телеканал АТР будет транслировать сегодня вечером. Не пропустите. А я сейчас в нашей беседе, к нашему эфиру предлагаю подключить историка Гульнару Абдулла. Она с нами на прямой связи. Гульнар Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Гульнар Ханум, сегодня Международный день коренных народов. Что для вас, что для Украины сегодня означает этот день? Ну, в первую очередь, конечно, то, что это, во-первых, у нас принят закон о народах, наконец-то. Мы к этому стремились очень много лет, и я этому рада. Наверное, в этом году, как никогда, мы можем смело говорить о том, что мы вот уже приняты закон, мы коренной народ, крымские татары, караимы и крымчаки. Это законный коренной народ Украины, наконец-то нас признали. Конечно, это важно, потому что в мире, мы же знаем, что в мире достаточно много, почти до 500 миллионов представителей коренных народов проживают. А это достаточно большой пласт, культурный пласт. И, конечно же, сегодня важно то, что коренные народы, они должны сохранять свой язык, свою идентичность, свои культурные ценности. И мы видим, что в мире много примеров того, что, в принципе, коренные народы имеют даже свою автономию, то есть свое самоуправление, и некоторые из них свою даже автономию и успешно самореализуются. И я, конечно же, забегая вперед, надеюсь, что в скором будущем у крымских татар будет не только самоуправление, но также будет принята наконец-таки и автономия, национальная автономия. Гульнар Ханум, а расскажите для наших зрителей популярно, что в себя включает понятие коренные народы, кто является коренным представителем коренного народа, а кто нет, вот как это классифицируется? В принципе, это достаточно распространенно, то есть это должны знать все, потому что коренной народ формируется на определенной территории. Если мы возьмем крымско-татарский народ, он формировался исключительно на территории Крымского полуострова, частично Северного Причерноморья, и составлялся из многочисленных этносов, народов, народностей, которые проходили через Крым. Крым тогда представлял собой большой плавильный котел, и, в принципе, каждый коренной народ, я не только имею даже сейчас крымских татар в виду, но многие коренные народы именно так и формировались, в них принимали участие на протяжении тысячелетий, столетий, различные племенные союзы, народности. То есть коренной народ формировался на определенной территории. А в данном случае, если речь идет о крымских татарах, караимах, крымчаках, то он формировался на территории современной Украины, на Крымском полуострове и Северном Причерноморье частично. А как много сегодня в мире караимов и крымчаков? И вот чем принципиально караимы и крымчаки отличаются от крымских татар?
Ну, так как эти народы точно так же, как и крымские татары, они по соседству формировались на территории Крымского полуострова, а отличаются они между собой, ну, во-первых, численность, да. По последним данным, конечно, к сожалению, к большому сожалению, сегодня крымчаки составляют чуть больше 2000 на территории, вообще на земном шаре, а крымчаки того меньше. Они составляют, вернее, караимы составляют около 2000, а крымчаки того меньше, около 900 человек. Но, возможно, это не последние данные, возможно, есть еще другие данные, которые в процентном соотношении могут определить количество представителей этих народов. Но, тем не менее, как бы, действительно, они сегодня находятся на грани исчезновения, к большому сожалению, потому что это реликт Крыма, тоже с культурными ценностями. Они, в принципе, в культурно-материальном плане очень похожи с крымскими татарами, потому что, ну, во-первых, развивались одинаково и, в принципе, жили на территории государства крымских татар, Крымского ханства. И, естественно, что очень много приняли и в культурном плане, ценности переняли. То есть различаются они, конечно же, по религии. Вообще в период государственности крымских татар национальности как таковой не существовало. То есть не то, что не принимали во внимание национальность, а принимали именно вероисповедание по конфессии. И, конечно же, крымчаки в данном случае относятся к иудаизму, караимы исповедуют караизм. Гульнара Ханум, известно, что после того, как парламент Украины принял закон о коренных народах, это вызвало такую истерику и изжогу в Кремле, лично у Путина, который даже в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на то, что здесь, значит, есть якобы какая-то дискриминация и так далее. Вот, и понятно, что они ведут свою пропаганду, не хочу дублировать вот те пророссийские нарративы, которые сегодня звучат. Вот что бы вы им ответили, этим пропагандистам, Кремлю, которые постоянно говорят о том, что вот, дескать, не только там крымские татары, караимы и крымчаки являются коренным народом, там есть еще урумы, греки и так далее. Вот что бы вы им ответили? Ну, урумы это тоже часть крымско-татарского народа, в принципе, это тоже коренной народ Украины. Ну а что касается греков, то греки, в принципе, были завезены Потемкиным в 18 веке, прошу прощения, в 18 веке. И коренными они не могут себя называть просто потому, что у них есть своя родина, Греция, это были завезенные греки-арнауты. Что бы ответила? Ну, в принципе, здесь отвечать, в принципе, нечего, спорить со страной, которая навязывает и переписывает историю чужих народов, не имеет смысла, просто нужно говорить об этом больше, о том, что мы есть коренной народ Украины, и если они имеют в виду еще, что, значит, коренные народы, а русские тут не коренной народ в Украине, как это говорил Путин, и очень возмущался по этому поводу, то да, у русских есть Россия, и здесь они никак не могут себя называть коренным народом. Ну, это страна, которая любит переписывать историю, как я уже говорила, поэтому они будут любые аргументы предпринимать о том, что говорить, что это не так и тому подобное. Потому что они нам всю жизнь навязывали свою историю о том, что крымские татары — это точно такой же пришлый народ на Крымский полуостров, что мы якобы пошли от каких-то мифических монголо-татар, которые вообще в природе не существовало. Вот, были татары, были монголы, совершенно отдельные народы. И поэтому говорить о том, что на самом деле придавать значение тому, что говорит Путин в Кремле, я бы не придавала этому вообще никакого значения. Он может многое что говорить. Çok sağ olun Гульнара Ханум. Çok sağ olun, что нашли время и подключились к нам в эфир. Историк Гульнара Абдулла была с нами на прямой связи. Лариса, как вы считаете, почему руководство Украины опоздало на 30 лет с принятием закона о коренных народах Украины? Тут есть несколько аспектов данной проблематики. Первое – это абсолютное непонимание задачи государства в сохранении культуры, сохранении коренного народа. Мы услышали, это правда. Коренной народ – это народ, который формировался на территории независимого государства, либо его части.
сохранил хоть в каком-то виде свои культурные, религиозные, политические и так далее институты. Человечество после Второй мировой войны, после всей этой цепи геноцидов провозгласило ценность каждого человека и каждой культуры, каждого народа для всего человечества. Поэтому обязанность сохранения коренного народа как единого такого коллективной общности возлагается на государство. Вот Украина не понимала своей обязанности сохранить крымско-татарский народ, сохранить караимский, крымчакский народ, тех же урумов. Опять-таки, в каком ключе? Потому что, ну, подождите, если урумы не сохранили свои политические институты... Кстати, караимы сохраняли свои политические институты в период крымско-татарского ханства, потому что Хаган был на территории Крыма, и крымские татары признавали и судопроизводство караимское, у них были свои законы, то есть никто их не... Вот посмотрите, мы говорим о крымском ханстве, которое прекрасно понимала свою роль в сохранении этого народа. Украина не понимала, что если вы говорите, что да, вот, например, у караимов и крымчаков у них нет политических институтов, давайте тогда не будем признавать Меджлис. Ну, такие разговоры что же шли? Сколько времени было потрачено на спор о том, что Меджлис и Курултай не есть общественные организации? Что это политический институт? Годами здесь происходили такие вещи, когда необходимо было просто продавливать эти понятия. И вот на сегодняшний момент... Но мы разделяем периоды с момента провозглашения Украины как независимого государства до 2014 года и события после 2014. Мы разделяем, но концепция оставалась одинаковой. Понятие права, как чего-то незыблемого, что должно гарантировать государство, было подменено понятием власти. Поэтому мы все время слышали, а что, вот это всю власть получат крымские татары, а как же все остальные? То есть вот понятие права, которое вообще, в принципе, должно быть понятно любому демократическому государству, особенно государству, которое пытается вернуться в международное право, вернуть свои территории. Оно почему-то подменялось понятием власти. Ну как это, крымские татары получат власть? И вот поэтому это происходило, потому что люди просто, которые принимали решения в Украине, они абсолютно не понимали, что они... часто не имеют права на то, что они делают. Потому что, ну, элементарная вещь, есть народ, он живет в рамках своих традиций, в рамках своих культурных особенностей, в рамках, опять-таки, коллективной воли народа, которая реализовывается через демократические институты и выборы. И когда вы сидите себе в Киеве, вы не можете принимать решения, учить этому народу детей на своем языке, где и как, и в каком объеме, или не учить. Ну, потому что это не ваша ответственность. Вы просто не имеете на это права. Ну, это элементарно. Это ведь, знаете, это ведь тоже очень интересный момент, когда людям кажется, что вот они тоже болеют, они тоже переживают. Крым ведь украинский, давайте мы об этом подумаем. Нет, не давайте, потому что вы вмешиваетесь в жизнедеятельность, в будущее народа. И за ваши ошибки будете отвечать не вы, а представители этого народа. И вот сейчас мы видим, как за ошибки украинских чиновников, вот прямо сейчас в оккупированном Крыму, опять расплачиваются крымские татары. С принятием закона о коренных народах можно ли сказать, что вот это понимание важности сохранения коренного народа, понимание вообще в принципе существования коренного народа, вот это понимание, оно уже есть или нет? Нет, я думаю, нет. Произошло признание очевидного факта под давлением внешних обстоятельств. Таких как? Война. Угу. Но есть ведь и другой аспект. А механизмы где? А права где? Признать крымско-татарский народ коренным — это чудесно. Где алгоритм, где механизм, в рамках которого украинское государство говорит вот эти вопросы по Крыму мы обсуждаем в диалоге с крымскими татарами и без них не принимаем решений. А вы читали закон? Я читала закон, но помимо того, что это описано, это должно быть реализовано. А реализовано это может быть в рамках изменений в Конституцию. Нужно идти дальше. А пока мы опять начинаем спорить. А насколько закон о коренных народах сможет в дальнейшем отрегулировать вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о создании крымско-татарской национальной территориальной автономии? Теоретически это неплохо.
В том плане, что он есть. И к нему можно апеллировать, что, послушайте, закон есть. Точно так же, как, кстати, у нас постановление Верховной Рады 2014 года, там был признан крымско-татарский народ коренным, Межлис, Курултай, представитель Атовку. Ну, то есть нет законодательного наполнения этой преамбулы, как это все должно работать. И, соответственно, ну, понятно, что к этому можно будет апеллировать, требовать каким-то образом законодательно развивать этот механизм. Но ведь на самом деле изменения в Конституцию есть первичное. Это законы должны отвечать Конституции. В любой момент. Ну, вот давайте смоделируем ситуацию там лет 20-30. Кто-нибудь может сказать, слушайте, у нас есть закон, который противоречит украинской Конституции. Ну, вот так. Этот закон сегодня, он не совсем противоречит, но Конституция должна быть первичной. Поэтому изменения в Конституцию должны быть первичны. Все эти вещи должны быть провозглашены там. Сделать это должен президент украинский. Это очень важно. Потому что на самом деле, ведь если говорить метафорически, что произошло? Крымско-татарский народ через свое официально признанное Украиной представительство обратился к украинскому государству с предложением реализовать свое право на самоопределение, незыблемое право, признанное международным правом, любой коренной народ имеет на это право. Реализовать его в рамках независимого украинского государства. Это предложение одного народа к другому народу. Кто должен ответить на это? Но так или иначе, крымские татары об этом говорят уже на протяжении 30 лет. И спустя 30 лет хотя бы сделан первый шаг. Ну, то есть, понимаете, что произошло? Прозвучало предложение. Президент должен ответить. Он должен ответить на это предложение. Потому что, с одной стороны, сначала вы в 2014 году признаете, наконец, народ коренным и его органы представительскими. Эти органы обращаются к украинскому государству с предложением. Это документ. Это определенное намерение. Дальше Украина должна ответить, не спорить, а ответить, что да. То есть, а как по-другому? Иначе, этот ответ, он должен выражаться в изменении в Конституцию, в определенных алгоритмах принятия совместных решений, которые украинское государство должно прописать. Ну, будем надеяться на то, что это будет следующим шагом. Я понимаю, я надеюсь на это. Я просто объясняю, что здесь нет понимания вообще сути происходящего. Так. Потому что все говорят, ну как это вот, они хотят права, дать им права, не дать им права. Они имеют эти права. Безусловно. И вот они эти права реализовывают вот так. Действуйте в рамках международных процедур, а не ваши какой-то иллюзии о том, как вам хочется, чтобы был устроен мир. Ну, то есть в данном случае я вижу, что нет понимания роли государства, нет понимания вообще, что такое коренной народ, что такое его право на самоопределение, почему, что оно предполагает, что это за права, как государство должно коммуницировать с этим коренным народом. Ну, элементарная вещь. Смотрите, если мы говорим, даже мы реализуем это право, мы прописываем алгоритмы, мы говорим, что согласно конвенции это вопрос там военных учений, военных баз на территории земли, полезных ископаемых. То есть мы это все вот как-то прописываем. И вот представьте себе, ну, есть, например, Верховный Совет Крыма, да, Верховная Рада. Есть Верховная Рада Украины. Вот, например, кто-то что-то решил там в Крыму, ну, не знаю, что-то сделать. А согласно алгоритму, решение поэтому Украина может принять только совместно с крымскими татарами. Ну, например, вот как принимать этот закон? Это будет совместный закон между Меджлисом и Крымом, это будет указ президента. То есть вот эти вещи надо прописать, потому что ты же не можешь, например, провести диалог с Меджлисом, прийти к решению, а потом заставить Верховную Раду Крыма или Украины просто подписать это, проголосовать не без обсуждений. То есть мы демократическое государство, нам еще долго-долго уравновешивать эти законы, вот эти вещи, а мы не собираемся этого пока делать. Мы спорим о постулатах вместо того, чтобы разрабатывать рабочие действующие механизмы. Это еще долгий путь. Закон о коренных народах входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Принятие этих законов, продолжают говорить крымские татары, лидеры крымско-татарского народа, политические деятели, не только укрепит позиции Украины на международной арене, на международных площадках и поспособствует деоккупации Крыма. Как вы это видите? Я согласна. Безусловно, что это укрепит позиции, потому что это серьезный контртезис российской пропаганде. Россия пытается создать иллюзию, что Крым спорная территория между Украиной и Россией, что это две каких-то вот одинаковых страны, которые просто спорят
Чей он? Россия апеллирует к тому, что мы там его там где-то там кровью поливали, мы тут еще, как вот российские пропагандисты пишут о том, что еще до того, как Черное море стало черным и называлось русским, ну это безумие просто, понимаете? Но вот они вот это пишут, они пытаются апеллировать к истории. И тут вдруг возникает абсолютно другой постулат, который говорит о том, что вот коренной народ, да, он коренной, он отвечает всем признакам. Вот его политические и прочие институты. Вот родина проживания этого коренного народа. И, соответственно, не Украина и Россия спорят между собой, а Украина как гарант прав коренного народа должна на этой территории обеспечить возрождение этого народа, его культурное какой-то расцвет, как компенсацию на многосотлетний геноцид. Вот это обязанность. Мы тут не землицу делим. Вот так, это совершенно другой постулат. Понимаете? И тогда России будет сложнее. Россия пытается апеллировать праву коренных народов. Она пытается, потому что, например, есть обращение караимов Крыма к Российскому министерству юстиции с просьбой признать их коренным народом России. Интересно, как будет Россия отвечать на это? Ну, понятно, что это противоречит Российской Конституции, потому что в Российской Конституции коренные народы – это кочевые народы. Они опять подменили понятие. Но сам факт того, что Россия понимает ценность вот именно этого механизма и пытается каким-то образом его на себя натянуть. Тут есть еще один такой очень важный. Вы говорите, как это поможет деоккупации. Это поможет деоккупации, но в одном случае. Если Украина сейчас займется тем, что начнет очень четко разрабатывать механизмы, алгоритмы, законодательно закрепленные процедуры реализации этого права. Тут и сейчас. Не на момент деоккупации, а тут и сейчас. Почему это важно? Мы не знаем, в каком состоянии и когда мир подойдет к вопросу деоккупации. Мы понимаем, что это может произойти военным путем. Ну, условно, как, например, хорваты, операция «Буря». Ну, такое может быть. То есть территория освобождается, дальше идут переговоры. Мы не понимаем, мы не знаем. Может быть, это произойдет в рамках каких-то больших конференций. Может быть, Россия просто там падет и уйдет. Мы не знаем. Но в любом случае вопрос, окончательный вопрос по Крыму будет приниматься в рамках международного права. И вот когда это начнет происходить, в любом случае будут какие-то договора. Вот мы не понимаем, кто будет украинской властью, какая она будет, когда это будет. И вот эти люди, например, они будут говорить о Крыме, они будут принимать решения о Крыме, потому что понятно, что мир и Россия будут настаивать. Ну, слушайте, тут много российских граждан, там, это же все вот это будет. И у нас тут есть огромная опасность, что в одиночку есть высокий шанс совершить ошибку. Когда Украина не может принимать решения по Крыму без предварительного достижения консенсуса с представителями крымско-татарского народа, то есть, понимаете, не просто посовещаться, а подписи должны стоять. Мы понимаем, то есть у нас уже сейчас должно быть четкое понимание того, каким образом, в каком виде мы возвращаем Крым. У нас должно быть четкое понимание, каким образом украинское государство и по каким вопросам не может принять решение без участия крымских татар. Причем не просто посоветоваться, а пока подпись стоять не будет, Украина не может сказать ни да, ни нет. Понимаете, в чем суть? Это должно быть два равноценных субъекта, которые поговорят о будущем Крыма и которые представляют Крым. Не один из них, а оба. Почему это важно? Потому что в рамках этого диалога есть возможность, во-первых, избежать очень многих ловушек. Ну, очень просто. Например, Россия говорит, вот мы демократическая Россия, у нас тут Навальный, еще кто-нибудь. Вот мы такие все хорошие. Давай... Тут Украина, тут Запад давит, например. Все хотят решить этот вопрос. И тут Украина говорит, ну, слушайте, друзья, ну, мы, конечно, с радостью, мы очень уважаем господина Алексея, но у нас же, это же территория коренного народа. Понимаете, вот мы с крымскими татарами. Те же крымские татары, на них давят, мы не знаем, что будет. Сохранится ли к тому времени... Когда это вообще произойдет? Кто будет вообще представлять крымско-татарский народ и как? Понимаете? Это может произойти завтра, эта деоккупация, а может произойти лет через 20. Мы не понимаем, что будет. Там идет пропаганда, там идет давление, мы все это знаем. Но когда речь идет о том, что на людей давят, их семьи берут там, ну, условно, там, не знаю, подкупают, берут заложники, они говорят, слушайте, ну, мы, может быть, конечно, мы тут с вами прожили период оккупации, даже почти смирились, но в период оккупации, но вы знаете, у нас же украинское государство. Мы не можем сейчас сказать, что Крым — это Россия. Ну, условно. То есть я о чем? Что вот этот механизм позволит Украине выбить максимально выгодные условия для украинского государства. Вот это очень важно, это надо понимать. Вот эта синергия
Но ее же надо запустить, ее же надо разработать. Ее надо запустить здесь и сейчас о функционировании. У нас есть органы власти, которые занимаются Крымом. У нас есть переговорные процессы, где говорят о Крыме. И Украина говорит о Крыме хорошо. Но там должны быть представители крымско-татарского народа. Не просто включенные люди, потому что это крымские татары, давайте их возьмем. А как обязанность государства включать представителей крымско-татарского народа в эти делегации. Как понимание того, что они делают, какие функции они выполняют, на что они имеют право, и что с ними надо согласовывать и как. Ну, потому что это важные вещи. Это и есть строительство, это и есть реализация права. Потому что право – это механизм, это возможность реализовать собственную волю. А если ты постоянно должен просить, и тебе хотят дадут, хотят не дадут, и ты ходишь, доказываешь уже 30-й год о том, кто ты есть. Кто ты есть. Извините, это не право. И вот для меня, конечно, для меня было очень печально наблюдать о том, что даже люди очень патриотичные, люди, которые любят Крым, хотят возвращения Крыма, и симпатизируют, кстати, крымским татарам, они абсолютно не понимают вот этого. Они просто не понимают того понятия, что крымские татары, к сожалению, на 30-м году независимости. Откуда это непонимание? Это отсутствие информационной политики? Иногда Чего? да. Иногда это просто, Россия, она ведь давно работает с украинским обществом. И одно из основных, что делает Российская Федерация, она поменяет понятия. Она просто навязывает совершенно другие понятия. То есть война – это мир, право – это бесправие. Это они это делают. Поэтому, когда люди выходят и говорят, крымские татары, вот это было на Крымской платформе, где экспертная часть, где я была, я обратила внимание на это, что очень многие эксперты, которые… Это наши украинские эксперты. Да, наши украинские. Они говорят о том, что… крымские татары, да, но они всегда будут субъектны по Крыму, они всегда будут болеть за Крым и что-то хотеть по Крыму, они не откажутся от Крыма. Да, но хотеть и болеть не есть субъектность. Субъектность – это право принятия решения. Не выражение мнения, а принятие решения. А когда вас крымские татары 30 лет перекрывают дороги, чтобы добиться решения, которое, кстати, в пользу украинского государства, они не имеют субъектности, они за нее борются. А теперь они одновременно борются и за свою субъектность, и за деоккупацию Крыма. Занадто. И люди не понимают, потому что они не понимают, что когда они говорят, крымские татары субъект права по Крыму. Подождите, откройте Талмуд и почитайте, есть словари, там все написано, как выглядит право, что это такое. И вы поймете, что ничего подобного нет, что вы выдаете желаемое за действительное. Вот это, мне кажется, просто, знаете, мы живем в каком-то созданном иллюзорном мире. Нам просто хочется, чтобы это было так. И мы продолжаем повторять постулаты, которые не имеют никакого отношения к реальности. Как тот же всем известный нам любимый постулат про турецкую угрозу. Это же мило. Слушайте, люди, которые сегодня говорят о том, что давайте подумаем, а вдруг лет через 50 Турция заберет Крым. У вас сегодня 8 лет Крымский полуостров оккупирован Российской Федерацией. Почему вы сейчас, вместо того, чтобы обсуждать это, хотите подумать о турецкой угрозе через 50 лет? Давайте тогда подумаем о угрозе Альфа Центавра лет через 200. Почему это вообще должно сейчас происходить? Есть задача, ее надо выполнить. Деоккупируйте полуостров, решите задачу. Не надо множить смыслы. Вот то, о чем вы спрашиваете, почему? Это все множение смыслов. Потому что людям кажется, что это какая-то непосильная задача. Что что-то такое должно произойти, как-то оно как-то само собой сложится, потом когда-нибудь, а пока давайте просто мило побеседуем. Но на самом деле эта задача посильная. Она ведь посильная. Просто над ней надо работать, и надо работать над ней. А не продолжать рассказывать друг другу какие-то глупые сказки, непонятно о чем, подменять понятия, делиться мнениями, которые не имеют никакого вообще отношения к реальности. Вы затронули тему Крымской платформы. Вы были на дискуссионной панели экспертной сети Крымской платформы, насколько я поняла. Давайте подробнее остановимся на инаугурационном саммите, на дальнейшей, возможно, какой-то институциональной модели этой Крымской платформы. Для начала, инициатива Крымской платформы, ее создание, ее работа, на ваш взгляд, в каком виде может быть эффективной? Когда там будут разработаны и с ее помощью будут запущены механизмы. Без механизмы деоккупации Крыма. Механизмы реализации прав. Например, у нас сейчас идет вопрос, то есть много у нас людей находятся в Крыму. Да. Их ассимилируют, их депортируют, там что-то происходит. Механизмы будут.
реакции, противодействия. Это должны быть консолидированные механизмы, потому что разговор о том, что мы все это осуждаем, это, извините, можно поговорить. То есть я хочу уже наконец увидеть разработку четких механизмов противодействия российской агрессии против украинских граждан на территории оккупированного Крыма, я имею в виду в том числе и крымских татар, и механизмы деоккупации Крыма. То есть они должны быть сейчас запущены, разработаны и запущены. Она будет эффективна, если она выйдет за пределы лозунгов, за пределы деклараций, за пределы повторений прописных истин, за которыми, извините, ничего не стоит. А как без прямого физического доступа в оккупированный Крым Украина может разработать и имплементировать механизмы защиты прав человека на полуострове? Например. Допустим, что это должно быть такого, чего не сделали за последние 7 лет в этом вопросе? Например, у нас по Крыму осуждены на сегодняшний момент 3 человека. Одна депутатка и 2 судьи. Сколько там судебных уголовных приговоров? То есть, понимаете, сколько людей пришли на эти обыски, сколько людей... То есть, да, понятно, мы не можем остановить оккупанта, но мы, по крайней мере, могли бы разработать систему, в рамках которой любой, кто позволяет себе стать орудием для притеснения и уничтожения украинского гражданина, крымского татарина на территории Крыма, знал, что его никогда не отпустят. И его будут искать, как искали нацистских преступников всю жизнь. Но для этого их имена должны быть известны. Процедуры расследований, показаний и так далее. Необходимо добиваться, чтобы этих людей разыскивали, потому что они потом... Закон о коллаборации. Опять-таки, да. То есть, это как пример, да? Да, окей. Закон о коренных народах. Да, мы не можем, например, мы не можем сделать... Да, мы не можем сделать все, но что-то ведь мы можем сделать. А так получается так, что у нас нет доступа к территории, мы ничего не можем. Давайте скажем друг другу лозунги, обменяемся. Крым это Украина, Крым это Украина. Прекрасно разошлись. Но этого мало. Но люди ведь там на самом деле платят жизнями. Я понимаю, что это эмоционально, это субъективно, то, что я говорю. Но на самом деле это ведь тоже так, потому что большая часть международных криминальных судов, преследование преступников, восстановление справедливости, в ее основе лежали те документы, те данные, то абсолютно легальное, что набирали активисты. Я знаю, что по каждому уголовному делу, по каждому преследованию, по каждому обыску люди из Крыма, рискуя собой, передают имена, передают документы, передают подписи. Они пытаются идентифицировать. А здесь, это куда-то идет вообще, мы ведь даже не знаем. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Мария Мезенцева. Давайте ее подключим, пригласим к нам в эфир. Пани Мария, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, салям алейкум. Салям алейкум. Да. Пани Мария, уже скоро должен состояться инаугурационный саммит Крымской платформы. Дмитрий Кулеба недавно сообщила о том, что уже 33 страны готовы в ней участвовать, подтвердили уже свое непосредственное участие. 33 страны и те представительства, которые приедут на саммит, это достойный уровень, на ваш взгляд? 100%, Гюльсум. Я би хотіла поділитися з вами новиною. Це не дуже часто зараз звучить в ЗМІ, але народні депутати без канікул, тому що готуються до Кримської платформи. Я була ініціаторкою того, щоб ми розглядали Кримську платформу не просто як додатковий і такий спеціальний форум, на який приїдуть і президенти, і Міністерство закордонних справ, і прем'єр-міністри, серед деяких представників будуть, але і парламентарі. Чому парламентський вимір дуже важливий? Зараз гостя в студії згадала дуже важливий інструмент, який ще не до кінця опрацьований, зважаючи на ті резолюції, які ми прийняли в ОБСЄ, термінова нещодавна резолюція по Криму, в ПАРЄ, ми з вами, Гюльсум, обговорювали це як інструмент допомоги правозахисникам, правникам, які працюють над тими 150 плюс кейсами по
потенційних людей, які звинувачуються і по статтям тероризму, але на національному рівні ми повинні продовжувати працювати над потенційним текстом закону акта Магнітського. Це ми вже зробили для цього спеціальні обговорення, і саме парламентарі різних країн ЄС, країн НАТО, ті країни, які представлені в парламентських асамблеях Ради Європи, це мінус Україна, 46 країн, але, звісно, Росію ми не запрошували. Ми запросили багатьох парламентарів, і вже бачимо, що їх близько 40 приїде на окремий вимір парламентський, де ми і кулуарно, і не тільки, плануючи візит до кримських КПВВ, на 25 число, це вже можу говорити, оскільки нас підтримує представник президента Крим, спецпредставник Антон Кореневич. Ми плануємо цей візит для того, щоб не просто поговорити на форумі, на дискусійних панелях і кулуарно поспілкуватися над нашими подальшими діями, але для того, щоб наші партнери, міжнародні парламентарі, побачили, яким чином блокуються перетини, поспілкувалися з кримчанами, ну навіть в онлайн режимі, і з тими, хто є внутрішньо переміщеними особами, звісно, з родичами тих, кому ми намагаємося допомагати, працюючи з громадськими організаціями і їхніми адвокатами, адвокатесами. Тому я впевнена, що 23, і 24, і 25 серпня будуть неймовірно вирішальними. На це є декілька причин. Це дуже така реакція негативна з боку Росії. Парламентарі Держдуми в своїх телеграм-каналах останнім часом дуже зухвало ставлять питання незалежності, територіальної цілісності, взагалі існування такої держави України, говорячи про те, що це є певний доробок Російської імперії, Федерації тощо. Тобто тут уже не йдеться мова про, знаєте, не голосування за резолюцію в парламентській асамблеї Ради Європи по порушенню прав людини в Криму в червні місяці, а просто вже от така масована атака, на яку ми вже відреагували, подавши скаргу до регламентного комітету стосовно наших колег в ПАРЄ. Але я думаю, що Кримська платформа покаже потужний сигнал саме для Росії, саме для окупанта, що ми не зупиняємось, а починаємо нову сторінку активної дипломатії стосовно деокупації Кримського півострова. Помимо четких тезисов, правильных лозунгов и так далее, как вы думаете, пани Мария, или знаете ли вы, представит ли Украина четкий механизм деоккупации Крыма, возможно, некую дорожную карту возвращения полуострова? Так, за результатами цього форуму ми, звісно, очікуємо не просто, як ви сказали, дискусійні панелі і лозунги, а спільне підписання декларації. Це вимір виконавчої влади, президенти, представники, очільники Міністерств закордонних справ на своєму рівні парламентському. Ми вже підписали такі меморандуми з різними депутатами в ПАРЄ, і це відбувалося з січня місяця. Цікаво, що до такого стейтменту, до такої заяви долучалися країни, які дуже часто вважаються важкими для роботи або нейтрально себе позиціонують в питаннях територіальної незалежності. Але кримське питання, повірте, Донбас об'єднує, скажімо так, колег. Я не можу сказати, що гірше, але складніше об'єднувати стосовно донбаського кейсу. Він, це за практикою. Все-таки стосовно анексії Криму ми маємо величезну кількість резолюцій, і тут є більше розуміння. Воно визначено міжнародно, термінові реакції Ради безпеки ООН. Ми сьогодні обговорювали, чи може якесь переформатування самих інституцій діяти, адже в Радбезі ООН, в Раді національної безпеки ООН ми маємо Росію як держава, яка блокує всі рішення. Тому тут мені би хотілося, Гульсум, щоб
ті кейси, які відбуваються зараз і знаходяться в судах в місті Армянськ, наприклад, або вже та резолюція, яка є проголосована і обов'язково до виконання, наприклад, щоб такі відомі постаті, які є досі представниками парламенту, як, наприклад, Мустафа Джемілєв, який не може повернутися додому, так, і за рішенням фейкових судів це здійснено. А резолюція говорить про його повернення і про максимальне виконання цієї резолюції, щоб це виконувалось. Ми розуміємо, як нам буде важко, ми розуміємо, що багато народних депутатів України через свої позиції є в санкційних списках, але ми бачимо єднання міжнародної спільноти, і нам треба продовжувати працювати саме над гуманітарним аспектом. Як сказав нещодавно президент Зеленський, і стосовно Криму, і стосовно Донбасу, українці, які перебувають по сьогодні на окупованих територіях, повинні розуміти те, що їх майбутнє і їх щасливе майбутнє пов'язане тільки з Україною. Розуміємо також, що є гуманітарний аспект, який повинен виконуватися. І я хочу подякувати ще раз тим адвокатам і адвокатесам, правозахисникам і громадським організаціям, які працюють по напрямку Криму. Вони дійсно, ризикуючи своїм життям, допомагають нам, тим, хто пише закони і представляє Україну на міждержавних рівнях, і також допомагають уряду. Без їх роботи нам бы мало что вдалося. И, пани Мария, последний вопрос. Вы сказали о том, что сейчас идет согласование вот этой декларации, которую примут по итогам инаугурационного саммита Крымской платформы с теми странами, которые примут в ней участие. Вот читали ли вы этот документ, что он в себя включает? Нет, я не читала. Його так само, як і знаєте, так само, як і, наприклад, ви мене запитували місяць тому стосовно того, хто ж буде високоповажним гостем від Ради Європи. Незважаючи на те, що в телеграм-каналах це вже все сказано, я дотримуюсь інструкції Міністерства закордонних справ, щоб зберегти оцей безпековий момент і щоб не відбулося витоку інформації. Я впевнена, що це буде потужний документ, але ми також будемо на позачерговому засіданні, яке вже підписано розпорядженням Дмитра Разумкова 23 числа голосувати звернення до різних парламентів світу, як Верховна Рада України, і впевнена, що представники парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, ПАРЄ, які будуть присутніми на цьому засіданні, це теж можу вже підтвердити, і представники інших країн груп дружби, їх буде приблизно 30-40 депутатів, ми спільно зможемо рухатися, вже не чекаючи наступних зустрічей за кордоном, а вже обговоривши це звернення, як мінімум, Верховної Ради України. Воно доопрацьовується зараз, і по обіді 23 числа воно вже з'явиться як текст на сайті Верховної Ради. Дякую вам дуже, пані Марія. Чохсаг у нас Марія Мезенцева, народний депутат України, фракція «Слуга народу» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, была с нами на прямой связи. Пани Лариса, пока мы услышали, не знаем, что будет в Крымской декларации, но так или иначе, что должен включать в себя этот документ? Чем этот документ должен отличаться от той же декларации Помпео, от тех же резолюций, которые принимали на протяжении последних 7 лет в парламентской ассамблее Совета Европы, в Организации Объединенных Наций и так далее? Санкции в случае невыполнения. Потому что мы слышим о том, что резолюции, они обязательны к выполнению. А если Россия их не выполняет, то что? А она не выполняет. А она их не выполняет. Да. То есть, когда есть определенный правовой документ, всегда в этом документе прописываются санкции за нарушение своих обязательств, за невыполнение своих обязательств. К сожалению, все, что пока мы не можем выйти за пределы просто хороших, правильных тезисов, но никто не спешит наказывать Россию за невыполнение. А если говорить о крымской проблематике, то, например, лишение права голоса Российской Федерации в 2014 году за оккупацию Крыма закончилось тем, что их вернули в ПАСЕ, и их представитель теперь один из функционеров, один из чиновников, высшего руководства, вице-президент, да. То есть, понимаете, вот это об этом. А иначе тогда, это просто слова.
Если полицейский приходит и будет говорить вам: не воруйте, не убивайте, не крадите миллионы из бюджета, ну что, он будет за вами ходить, за каждым и это рассказывать? А Васька слушает, да ест. То есть вот это то, что стоит продавить. То, чего стоит Украине добиваться. Чтобы мир начал разрабатывать относительно Крыма механизм принуждения России или наказания России. А какие за аргументы сегодня тогда должна принести Украина миру, чтобы те, наконец, начали ужесточать это санкционное давление на Россию? Ведь ежегодно, да, Европейский Союз, они голосуют за пролонгацию тех уже ныне существующих санкций, но так или иначе ужесточения мы не видели. Что мы не говорили, что сейчас можно это сказать. означает, что все, что было сделано, эти санкции были наложены за определенные вещи. Да. Там четко написано за что. Что произошло после этого? Ну, много интересно. То есть Россия обезводила Крым, Россия, еще там какой-то список людей, которые лишились жизни, лишились имущества, были посажены и так далее. И если санкции не ужесточаются, это означает, что вот эти преступления безнаказаны. Мы не считаем, что... То есть мы посчитали, что введение зеленых человечков в 2014 году – это повод лишить Россию права голоса, а уничтожение крымских татар, вот эти бесконечные пропавшие и так далее, это так, ну не хочет, не делает. Мы, конечно, сказали, не делайте так. Ну, она продолжает, ну а что мы можем сделать? Но это так, мы должны апеллировать к тому, что, друзья мои, мы разрушаем международное право. Если мы не пытаемся хотя бы в какой-то такой четкой форме говорить: вот преступление, вот наказание. Вот преступление, вот наказание. И эти наказания будут продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите. Готов ли сегодня пойти на эти действия, на эти шаги Запад? Ангела Меркель, которая настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что, в принципе, противоречит нашим национальным интересам. Запад, который мы сейчас видим, Соединенные Штаты Америки заключают соглашение с Германией относительно завершения строительства Северного потока-2, при том, что это действительно является угрозой энергетической и территориальной безопасности Украины. Готов ли Запад может этого не делать, и он этого не делает. Но это не значит, что мы не должны этого добиваться. У нас ведь и Украина ведет переговоры и сотрудничает с Российской Федерацией. Мы покупаем через Беларусь, мы покупаем энергетику, хотя премьер-министр Литвы просил нас в парламенте этого не делать. Мы до сих пор продолжаем покупать белорусский битум. Мы говорим о том, что давайте напрямую покупать в России газ. Мы собираемся наказывать Россию за то, что она творит в Крыму? Хотя бы лишив ее прибыли. Ну, хотя бы. Поэтому перед тем, как говорить о Западе, эти механизмы должны быть разработаны здесь, внедрены здесь и дальше представлены как работающее предложение миру, что вот мы хотим, чтобы было так. А как вам механизмы РНБО, которым апеллирует сегодня президент Украины Владимир Зеленский и принимает важнейшие решения для страны? Санкции и так далее. Ну, во-первых, это незаконно, а во-вторых, забавно. Потому что, почему забавно? Ну, почему РНБО тогда не использовано относительно украинских бизнесменов, чиновников, кстати, депутатов, которые имеют бизнес в Крыму, сдают там, проводят какую-то предпринимательскую деятельность. То есть, так против Фирташа ж недавно санкции ввели. Против Фирташа не за Крым санкции. Ну, так и... Против Фирташа санкции это просто, уже невозможно. Накануне встречи президента с президентом Соединенных Штатов, как-то вот надо что-то делать. Фирташ в санкционных американских списках, он вообще-то кандидат на выдачу правосудию Соединенных Штатов. Поэтому Фирташ это немного другая история. А вот против Фирташа санкции и хотя бы штрафы, хоть что-нибудь, потому что он там отравил полармянска своим работающим заводом, что-то как-то тишина, понимаете? То есть мы о чем, что, если вы уже применяете этот механизм, я бы хотела видеть, как этот механизм работает против тех, кто сотрудничает экономически, политически, информационно с оккупантами в Крыму и на Донбассе. Особенно против тех, кто есть чиновники. А иначе это странно. Действительно, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский должен с рабочим визитом поехать в Соединенные Штаты Америки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Давайте послушаем его цитату.
У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі й такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Ну, такие планы. Ожидаете ли каких-то прорывных решений? Ну, мы уже услышали, что мы заинтересованы в американских деньгах. Это хорошо, это прекрасно, инвестиции, чудесно. Но и тут же звучит, господин Кулеба говорит о том, что США хотят услышать какие-то прорывные идеи. Они готовы их услышать. Вот это постоянный разговор. Дайте нам идеи, давайте, помогите нам, дайте нам идеи, помогите нам. И мы крутимся вокруг этого, понимаете? Что тогда должно быть в портфеле у Зеленского? Ну, это надо разрабатывать. Первое, что приходит мне в голову, конечно, это санкции. Второе, что мне приходит в голову, ну, возможно, да, если мы говорим о деоккупации Крыма, то вполне очевидно. Я бы, например, подумала о том, что эта международная площадка, крымская площадка, что она должна была бы стать каким-то таким прямо чуть ли не опекунским советом. Потому что если мы признаем, что на территории Крыма происходят все эти вещи, что там идет бесправие, что люди пропадают, что Россия самоуправствует, это означает, что государства, которые являются частью этой крымской платформы, они должны были бы теоретически быть гарантами или, по крайней мере, опекунами крымских политузников, их семей и так далее. То есть элементарная ситуация. Если вы тронули там человека там, в селе в Бахчисарае, то я, премьер-министр Голландии, наложу санкции, и вы сюда ни одного вашего барреля нефти не продадите в мою страну, потому что я лично гарантирую. Ну, то есть, понимаете, да? Вот, да. Ну, это надо думать. Это надо думать, но абсолютно очевидно, что в рамках всего этого должны происходить какие-то такие вещи. Потому что мы знаем, например, что когда страны Балтии были оккупированы Советским Союзом, весь мир этого не признавал. А советские карты контурные, там, они включали Прибалтику. Да? Мы помним этот момент. Но что происходило в этот момент? Соединенные Штаты сохраняли и спонсировали посольства 3 балтийских стран на своей территории. И когда страны Балтии восстановили свою независимость, эти посольства заработали. То есть Соединенные Штаты поддерживали представительство, они говорили вот это правительство, а не вот это. Ну, то есть механизмы есть, мир их применял, и их надо запускать. Но для этого Украина должна понимать, что она хочет видеть с Крымом. А здесь вот эта вот идея возвращения Крыма, она не включает в себя понимание того, что, подождите, то, какой он был, это не совсем тот Крым, который нам следовало бы себе возвращать. Нам следовало бороться за создание свободного украинского Крыма, а не возвращать опять вот это российское советское лобби, которое корежит судьбы. И, ну, это же не об этом. Мы что, это хотим сейчас увидеть? Нет, конечно. Зачем мы его возвращаем? Потому что нам необходимо, чтобы он возродился. Мы понимаем преступление, совершенное Российской империей. Мы видим, что Крым неоднократно давление ослабевалось, оно усиливалось. Это постоянные периоды, но мы видим, что с 90%, 99% крымско-татарского народа постепенно это вырождалось. До какого уровня? Ну, то есть, мы должны что-то с этим делать? Или мы вынесем это за скобки и будем говорить, что давайте вернем Крым, и нам опять будут там люди рассказывать про русскоязычную челюсть и еще что-нибудь. Ну зачем это все? То есть, вот этого нет понимания. И когда оно должно быть оформлено, тогда понятно абсолютно, какой помощи мы просим. И о чем мы просим помощи? У нас есть чем заняться. В разговоре с Соединенными Штатами, с представителями Соединенных Штатов Америки, насколько сейчас было бы эффективно апеллировать к Будапештскому меморандуму?
Ну, Будапештский меморандум – это большая иллюзия, потому что я понимаю, что это некий документ, ну, там гарантировать. Это сыгранная карта. Гораздо эффективнее добиваться новых гарантий. Вот это было бы гораздо интереснее. На фоне того, что происходит, добиваться новых гарантий. Прямо не просто сотрудничество, потому что Будапештский меморандум, ну там о чем, что страны должны собрать консультации, это во-первых. Во-вторых, Будапештский меморандум разорван, потому что он был подписан между гарантами, один из которых нарушил, соответственно, документ разорван. В самом этом документе не написана санкция в случае нарушения. Никто даже не учитывал тогда, а что будет, если один из гарантов разорвет этот договор? Ну, примерно то же самое произошло с «Северным потоком-2»? Или это даже хуже, чем Будапештский меморандум? С «Северным потоком» немного другое, потому что все-таки это коммерческий объект, и никто нам не гарантировал. Нам же никто не гарантировал, никогда Германия ни в каких меморандумах не гарантировала Украине, что она не откажется, например, что она всегда будет покупать только через нашу трубу. Тут нет гарантий. Там были введены санкции, они были убраны. Но вот если мы говорим о Будапештском меморандуме, да, когда-то это был гарант. Когда-то, если, например, мы знаем, что для стран НАТО ядерные государства гарантируют своим ядерным потенциалом безопасность стран НАТО, то нам было сказано, что это будут не НАТО, это будут там Британия, там, Соединенные Штаты, Россия, то есть ядерные страны отдельно для нас что-то гарантировали. И вот одна из стран вышла, разорвала, нарушила. Механизма санкций против того, кто нарушил, либо того, кто отказался выполнить, в меморандуме не было прописано. Хороший опыт на будущее. Поэтому чего бы мы ни просили, мы должны в первую очередь говорить, чем вы обеспечите, чем вы готовы обеспечить то, что вы сейчас декларируете. Это вот вопрос к декларации. Вот она будет принята. Чудесно, прекрасно, хорошие слова. Чем вы готовы гарантировать нам, что это будет выполнено, а в случае невыполнения нарушитель будет покаран? Вот этого мы должны добиваться. Да, такой некий тест. Ну, вообще-то да. Знаете, как ничто не повышает веру в человека, как предоплата. Это высказывание одного очень российского юриста Российской империи, который в свое время защищал, как раз работал по делу Велеса. Это вот об этом. Чем вы готовы гарантировать? Дякую вам дуже, пані Лариса. Чох сагу, что в наше время приехали к нам в студию. Журналист Лариса Волошина была с нами. А мы с вами не прощаемся, а прерываемся буквально на 5 минут. Далее продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским. Коршкенч.